Здравствуйте, дорогие друзья! Небольшое объявление. Дело в том, что компания УРУ, Якутская ювелирная, открылась в Новосибирске. Всем привет, друзья! Вот спешу сообщить, что мы открылись в Новосибирске. И всех вас, друзья, зову посетить наш магазин. И как вы знаете, друзья, что город Новосибирск является центром логистики, поэтому сейчас при заказе, интернет-заказе, ваши доставки будут приходить намного быстрее. Так что заказ. Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся на реке Лена в Якутии. И сегодня у нас рыбалка на омуля. Многие, кто живет у нас даже в Якутии, те не знают, как ловить омуля. И сегодня я хочу вам показать, как ловится наш, получается, арктический омуль. Омуль озера С, море Лаптевых. Вот. Там используют традиционную сеть плавная, такое орудие лова. Сеть должна ваша быть зарегистрирована в органах надзора. Вот. Плавсредства. Ну и, собственно, сам рыбак нужен. Вот, сейчас вон там вот и некоторые лодки уже сплавляются. Мы сейчас, наша задача, вот я рыбачу в общедоступных местах поселок. Наша задача сейчас выехать на реку, вот туда, бросить вот этот якорь и потихоньку сбрасывать уже все наплава и груза. Сеть будет опускаться. Потом будем мотором ее равнять и тянуть, чтобы она шла вот так вот. По течению своим весом. Все, поехали. Так, ну я приглашен в качестве гостя и снимаю фильм о рыбалке на омуле здесь на севере. Так, поехали. Я опустил сетку. Я этот процесс не успел заснять, но сеть, как вы можете видеть, упала у нас, опустилась, и я гребу сейчас. Вот, надо все время держать сетку в натянутом состоянии, стараться следить за тем, чтобы была сетка в прямом положении, более-менее натянута, чтобы она не начала путаться и могла больше работать, больше охват площади работать могла. Поэтому, чтобы можно, конечно, мотором подтягивать, но чтобы экономить горючее, у нас тоже горючка очень дорогая на северах, поэтому мы гребем вручную. Ну а что делать? Просто так сидеть, чем просто так сидеть, гребем, разговариваем, потом идем и смотрим на сетку. Тоже интересно. И вот поднялся такой ветер небольшой, волна поднялась на реке, что затрудняет рыбалку, но в такую погоду рыба даже лучше ловится, потому что рыба очень холодная, любит течение с холодной реки, с моря, холодного моря, ледовитого океана, поэтому она поднимается с поверхности и идет по поверхности реки и попадается в нашу сеть. Ну, посмотрим. Сейчас вот встречали рыбака на берегу, сказал, что с одной тони взял где-то 100 штук. Вот так вот. Потом я взял сегодня еще для вас весы. Весим одного вашего омуля. Посмотрите, сколько весит ленский омуль.
Итак, мы сплавились где-то около 5 километров и решили здесь уже собрать сеть. Но мы как решили? Мы решили просто потому, что там уже фарватер как бы. Вот. И наши сети поплавали, некоторые уже утонули. Мы предположили, что должна быть рыба. И сейчас будем вынимать сеть. Сеть вынимается в следующем лову. Один человек стоит у нас обычно на веслах, второй начинает тащить сетку. Но так как ветер сдувает, мы можем обойтись и без... Короче, я начинаю проверять сетку, и в ней примерно столько рыбы. Вот уже начало сетки, почти до середины дошел наш ленский омут. Пачками. Ага. И снова пачками. Рыба маленько есть, друзья. Ловим на пропитание омуля пачками. Вот. А, тут что еще? Пачками. Сейчас поедем опять перебирать сетку и распутывать рыбу. Ол төбетін яқайын чөйді. Давай, снимай. Что снимать? Да. Вот видно было, что мы рыбу ловим. Вот такой. Меня снимайте, главное, куда? Чтобы видно было. Я это. Красавчик. Пачками. И снова пачками. Да, и снова пачками. Чуть-чуть назад отойди-ка. Сюда, наверное, уяну. Ветер бар был. О. И bir kaşak sahibi. Ну что, Слава, как? Поехали. Заводи мотор, поехали. Хватит. Нам хватит. Ну вот, друзья, вот такая вот была у нас рыбалка на омуля. А мы, как говорится, поехали разделывать рыбу. Итак, сейчас мы подъехали к берегу. Наша основная сейчас задача распутать рыбу из сетей и разложить ее сразу в мешки. И потом мы будем перебирать сетку здесь на носу лодки и делать повторный сплав. А там рыбаки тоже самое делают, то что и мы. Чайки ждут. Так, Семен, давай, наверное, взвесим какую-нибудь покрупнее. Ну сейчас. Одного выбери покрупнее. Сейчас я привез с собой весы. Ну, давай тогда потом взвесим. Позже мы вам взвесим рыбу. Ну вот, друзья, сегодня вот такая, несмотря на то, что сегодня такая погода, мы все равно выбрались на рыбалочку. Вот, и рыбачим для вас. Так что ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Рыбалка на ленского омуля продолжается. Итак, сколько же весит ленский омуль? Вот у меня в килограммах весы. Цепляем омуля.
Взвешиваем. Есть. Омуль весит столько. Кило 640. 1,5 килограмма. Семен говорит, это еще маленький. Бывает до 2. Так, сейчас покажем вам два способа соления, кто как солит. Смотрите, вот как делает Семен. Он отрезает там, отрезает здесь. То есть у него практически от омуля где-то, ну, уже процентов 8 он уже выбросил. То есть вот смотрите, теперь он вот так вот забирает икру. Вот так вот, смотрите, икру. Это вот тебя обучали по поварскому, или же ты все-таки сам вот, ну как, тебя здесь вот научили так солить рыбу? Здесь, да. Здесь, да? Отец учил. Как отец учил солить рыбу, да? У всех разные методики, друзья. Вот я вам показываю сейчас методику засолки Семена. То есть он вот режет вдоль хребта, разваливает ее. Вдоль хребта развалил. Потом еще загоняет нож под вторую часть хребта. И получается он срезает всю хребтину. То есть вот тут, короче, получается уже почти 10-ю часть он уже очистил рыбу. Вот. И ему осталось только вот помыть. Да, он так вот сразу в реке моет. В реке. Без крови, главное, чтобы... Главное, чтобы было без крови, да. Вот. Дольше сохраняется. Дольше сохраняется все это дело, да. И вот такая рыба вот опускается уже в бак, в бачок. Вот этот бачок мы сейчас будем, я буду солить сейчас. Вот. Теперь сразу мы сейчас покажем второй метод засолки. То есть уже буду я солить, как могу это делаю я. Моя ложка. Смотрите, когда Семен срезает вот так, я заметил. Вот эту часть он выбрасывает полностью. Я срезаю вот так. Одним ловким движением отрезаем голову. Переворачиваем. Спарываем пузо. Собираем сразу икру. Выбрасываем внутренности. Они как бы не нужны. И чесываем кровь локтем. Здесь вот у него есть кармашек такой, вот мы его ложкой разрыхляем как бы, чтобы оттуда выдернуть эту кровь. Вот. И стряхиваем ее сюда, сразу в воду. Вот. И потом просто делаем вот такое вот движение ножом вдоль хребта. Тоже разваливаем, как Семен делал. Следующее движение делается вот так. Все, теперь эту рыбу моем. Прямо в реке все это делается. Река у нас благо чистая. Вот это вот
Держишь ее главное, чтобы она не попортилась. И вот это уже вот так вот. С этой стороны тоже обязательно поласкиваем. Это уже будет слиться. Такой пласт. А потом уже дома кто как будет есть, тот будет отделять все позвоночник, там все что угодно. Вот мы берем отсюда вот рыбу и вот так вот солим. Начинаем. Ну я сейчас быстренько посолю еще, покажу процесс соления. Так, ну соление тоже проходит элементарно. Вот положим рыбу, например. Берем примерно вот такую горсть соли и равномерно посыпаем рыбу. Вообще у меня соль наша якутская, кемпиндяйская, она очень богата минералами всякими и берет ровно столько соли, сколько ей нужна рыба. То есть пересолить очень сложно. Вот. Поэтому, друзья, сыпем кемпиндяйской солью. Соль древнего моря, которая добывается у нас абсолютно без морском этом месте, там где море вообще нету, в тайге глухой. Вот. Такая вот у нас, вот такое у нас соление. Вот такое пиршество, друзья, посмотрите. Вот Семен бросил кусок, тут прям у нас на расхват прямо сражение века. А ты сюда кидай, вот сюда кинь. Анранком хапати. Вот они сидят, ждут все, как падальщики. Сейчас кинем голову вот эту им. Я уже им как бы постороннее движение сделал маленько не то. Они тут сразу давай паниковать, что-то не то. Он молодой дурак, а? Ей голову кинули. Все наелись, короче. Семен решил. Ага. Но вам не советует. Ну вот такая у нас была сегодня, в общем, рыбалочка. Засолили маленький бочонок. И нам хватит немножко и корочки. И вот бочонок вот такой вот засолили. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Ну а кто хочет также порыбачить, ссылочки в описании под роликом. До следующих встреч. Всем пока.